Ребята, всем привет. Ну что, наконец-то закончились морозы. Неделя, ребята, под 30-ку, блин, под 40. Что там говорит 30-ка? Вообще никуда не выезжал. Ну какой смысл в такой мороз куда-то ехать? Технику насиловать, да и самому не камильфо. Блин, в общем, ребята, неделя домашних дел. Занимались делами своими домашними, на рыбалку не ездили. Вот, подспустило немного, ребят, но, сука, ветер. Как ни крути, 17 минус с ветром, ребята, тот же самый 30-ка, отвечаю. Прохладненько, прохладненько. Я, в общем, ребят, на озере. Вот уже расцветает. Немножко вчера выпало снегу, поприятнее стало ехать. А так, буранки, все колом. Середина декабря снега, ребята, понты. Вообще понты там, сапог даже не скрывает. Ну это что такое? Соответственно, сильно еще по тайге не погонять, потому что вот проехать, наверное, не сможешь проехать. Ну а так все промерзло, ребята, все ручьи, реки, озера. Не знаю, сейчас в данный момент здесь какой лед, скорее всего сантиметров 25-30, наверное, уже, потому что вода выходила и все это примерзло. Че, утречком встал быстренько, думаю, что делать? Поеду. Ветер, конечно, думаю, блин, тем более здесь открытый участок, очень холодно, думаю, будет, ну, с ветром. А потом, блин, живется, ребята, уже неделю, наверное, у меня там бедолага плюхается. Каждый день по 2, по 3 штуки умирает. Думаю, блин, поеду я лучше в озеро их выпущу или поймаем что-нибудь. Короче, план минимум, ребята, поймать на жареху. Одну щучку будет достаточно. А так, красота, ребят. По дороге, кстати, встретил косачей. Ну, сначала одного, а потом стая чуть-чуть в стороне была. Не знаю, на камеру попало, не попало. Я что-то там пытался заснять. Только один, что ли, вылетел? А где еще? А где еще? Ты что, брат, только один, что ли, здесь был? Давай, вылетайте. Поднял косача. Блин, а почему один? Здесь же их много. Штук 9 должно быть. Где-то там, наверное. Могут до последнего сидеть. Ладно. Не будем пугать, пускай спят. Скоро вставать уже. Сначала увидел одного, взлетел, а потом чуть дальше взлетела вся остальная пачка. Прямо возле буранки, короче, ночевали. Ну, короче, как-то так, ребята. В общем, все хорошо. Живы, здоровы. Соскучился уже, ребят. Знаете, у меня 2-3 дня, все, у меня ломка уже. Мне надо куда-то ехать в лес, блин, куда-то на рыбалку. Вообще не могу, конечно, я находиться дома. В общем, как-то так. Ребят, ветерок, холодно. Ну, много ставить не буду. Десятку, ребят, жерлиц. Вот тут в центричке. Постоим утрянку и проваливать домой буду. Потому что, блин, ну, холодно. Можно было палатку взять, конечно, там, пилу, костер сделать. Чисто так, пробздеть коня, ребят, и самого пробздеться. Так что давайте, погнали. Будем расставляться. Я сегодня налегке, ребята. Вообще взял там перекус. Ну, бутерброд с чаем. Жерлицы. В общем, и все. Все готово у меня. Сегодня, ребят, хочу испытать новый шуруповерт. Ну как новый? Брал я линейку, ребят, инструмента от Редверга. И, в общем, здесь вот такой шуруповерт мощный. С 3 положениями даже. Не знаю. Ну, заказал сейчас чехол на Озоне. Придет. Потому что, ну, так, что его... Хоть и батарейки мощные, 5 миллиампер. Ну, они просто замерзнут и все. И самое что интересно, ребят, у меня таких батареек 5. Ну, в общем, от всего инструмента, от лобзика, от циркулярки 5 батареек, если брать заряженных, мне кажется, нормально хватит. В данный момент взял 3. Здесь еще 2 лежат. Так, жерлицы. Шумовка, все во льду вон. Короче, холодноватенько, конечно. Тут саночки
И вот два бура. Это 150, ребята, у меня под шуруповерт. Но я ручной взял, потому что хрен знает, будет у нас бурить, не будет. Так, ножи тут у нас вроде острые. В прошлом году вот как-то так. Не знаю, попробуем. Будет, не будет бурить. А что не будет? Будет. Просто интересно, насколько хватит. Потому что я брал вот этот шнек, ребята. И там у меня шуруповерт слабый был, короче. Ну, плюс и шнек 150, это же не сотка. Так что как-то так. А шнек вот этот брал, ребят, под комбайны. В прошлом году лещики залетали. 130-ю не залазили. Вот 150-ю взял. Надо приобрести 130-й еще под шуруповерт. Так, ну, в общем, я тут хочу в центричке, ребят, погулять. Посмотрим. Какая-то защита срабатывает. Что-то непонятно, ребят. Так, что-то надо поменять, мне кажется. Нет, защита срабатывает, ребята, и все. Это же строительный так-то, по идее. Это же строительный. Ну, тут все полное. Батарейка полная. А так, если мы поставим... Так, ну это на сверление, все правильно. А если на саморез, все понятно. А если с молотком, тоже, наверное, ни хрена, да? Ну это хрень, конечно, полная. Защита, ребят, срабатывает. И то на первой скорости. Короче, не подойдет, значит, зараза. Ни хрена. А я тут, блин, нарадоваться. Думаю, ну все, сейчас будет у нас. Ни хрена, ребята. Вот на сверло ставлю. Первая скорость. Вторая. Ну, вторая он вообще не срабатывает. Ну это же, блин, не то пальто, правильно? Эх. Все-таки строительный. Есть тут там какой-то датчик. Срабатывает защита. Видите, он останавливается. А так как-то не должно. Что-то пошло дело, ребята. Ух, ветрище-то, а? Злое. Пошло дело, ребятки. Ё-моё. Что там, что с ним такое было? Непонятно. Ну, как я и сказал, ребят, лед сантиметров 25-30.
По красоте 150-ку жарит. Во, ребята, не знаю, что там стояло, защита что ли какая-то. Вот он сначала дергался, потом все, пошла возня. Я вон 15 набурил, смело так. В общем, на первой скорости, ребята, батарейка полная, понятное дело. На первой скорости он херачит вообще на изи. Ну, потому что мощный шуруповерт, оборотистый, на второй бы ему сложно, а на первый вот работает. Железный патрон, все нормально здесь. Ну вот, 10 лунок. Блин, это кайф, ребят. На самом деле. Значит, сейчас придет чехольчик. И будем работать с ним. 5 батареек, тем более, ребят, прикиньте про запас. То на 2-3 дня можно смело выезжать, тебе хватит. Так, ну что, будем ставиться, погнали. Блин, дубак, а ветер-то холодно, холодно. Я-то думал, о, потеплело, поехали, 17 градусов, ага. Замерзла. Блин, уже подстыло. Нифига себе майна, ребята, 150-ка, блин. Это на трофеев. Помните, ребята, вот смотрел, когда мы осенью ездили на север, потрофеились, семерки, пятерки. Мы туда хотим зимой, точнее весной поехать. Вот как раз 150-ка там пригодится. А так, по идее, надо 130-й взять, самый ходовой. И, ну, на удочку порыбачить и на жерлицы, как бы, в самый раз. И ножи как бы есть. А 150 я так в арсенале, это вот на комбайны. Кстати, надо уже выезжать, пробовать. Лунки, ребята, сразу замерзают, блин. Стынут. Я, короче, лоханулся, забыл полотенышко. Блин, за живцом лезешь, потом рука-то стынет. А потихоньку расставимся. Буранки все заметенные, морозы стояли, рыбаки никуда не ездили. Да и правильно, что. У меня как-то был эксперимент, ребят. Я в минус 30 поехал.
Едешь, короче, на собаке, как на табуретке. Гусянка замерзшая. Чтобы вы понимали, на 600-ке, ребята, весит 35 килограмм гусянка. Толстая. И, в общем, она задубела, она еле-еле, короче, собака вся скрипит, едет. Такое себе удовольствие, конечно. Да, морозы, конечно, эти ребята, блин, такие планы были. До декабря подвигаться, до Нового года. Ну, получается, неделю. Как никуда не ездили. Блин, я рад, ребята, заработал шуруповерт-то. Это ж хорошо. Это хорошо. Такая лунка здоровая. Охренеть. Ну а так в целом-то как будто я смотрю в Телеграме, ребята, общаемся. Кстати, заходите. Там у нас весело. Спрашивал погоду там. Ну, я смотрю, у всех, короче, морозы, ребят, были. До сих пор и есть, как бы. Так что везде бахнуло. В Якутии полтинник. В Сибири 40. У нас 40. Даже там, где морозов нету, и то морозики. В Беларуси даже минус 7. Раз, два, три. Вот так сейчас потихоньку, ребята, и расставимся. Много ставить не буду. Да и живца-то нету. Связь поймал. Местами связь ловит. Сорожка. Живец умирает, думаю, блин, поеду лучше я поставлю. На морозы хотел с ночевкой съездить. Что-то передумал я. Короче, так и дома. Ладно. Впереди погода отличная, ребят. Покатаемся. Блин, лунка здоровая. Даже чашка не подходит. Все, ребята, поставил. Короче, что-то сначала 10 кинул. Потом в кан что-то там смотрю, у меня штук 6 еще плавает. Думаю, блин, а что их? Что они тут будут плавать? И еще пятак, ребят, поставил. В общем, 15 штучек зарядил. По центрику так разбросал. Не знаю, что-то получится, не получится. Давление, погода, хрень, ребята, не знаю, после морозов. Да и перволетка здесь, конечно, не порадовала. Чем мы сюда 2-3 раза выезжали. За общих рыбалок, на штук 10-то и попалась у меня щука. А бывало, что за одну рыбалку столько ловили. Не знаю. Плохо. Что-то плохо. Да и сюда летом ребята заезжали, говорят, все в сетях. Так что кто бы что ни говорил, тут щуки не даете вырасти. Тут все лето ее ребята дрессируют, эту щуку, вылавливают. Соответственно, как бы нет, как бы рыбки-то тоже надо расти, вырастать. До того же килограмма ей надо как минимум не 1 год. Так что все равно подвыбивается. Блин, ребят, смотрите, аж замерзлась рука у меня. Короче, пойдем пить чай. Ну, в общем, все. Стоят прям как в шахматы играю. Так, ребята, у меня получилось. Видите, я по центру насорил. Добавил вон там, получается, и вот вышел сюда. В общем, вот у меня вот так в центрике стоят, а вот там, вот, да, кто-то рыбачит, кто-то пришел.
Видать, с деревни. Я думал, блин, собаки, потом волки, что ли. Не, рыбачат. Не сидится дома. Соскучились все по рыбалке. Ну что, ребята, зверь, аппарат. О, полная. 17 лунок. Сантиметров 30 лед. Шикарно. Чехольчик придет, уже заказал, чтобы не так замерзал, и нормально. Ну что, быстро вообще. Красота. Жик-жик-жик-жик и готово. Сейчас наоборот бывает, знаете, ребят, личную лунку пробурить, чтобы согреться, а сейчас, блин, ладно. Рыбалка шагнула, конечно, вперед капитально. Та-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра. Та-та-та-та. Тай-тай. Опа. Тормосочек, тормосочек. Вон, ребята, видите, я еще 2 штуки брал. А вот так у меня их 5. Надо под них тоже какой-то такой чехол сделать, чтобы возить. Ну, в принципе, вот здесь, ребята, плюс сумки, плюс здесь сильно не замерзает. Это тоже как там изолон идет, получается. Он тоже тепло держит. Так сильно не продувает его. Ну все, теперь дело остается за щукой. Чай, конечно, класс. Такие порывы, ребят, понимаете, и, блин, я говорю, лучше бы, не знаю, 25 градусов мороза бы было без ветра. Но я, в принципе, понимал, что здесь будет холодно, ветер. А потом, говорю, ну, поеду, прокачусь, хоть развеюсь немножко. Такие дела. Ну, косачи, конечно, сегодня с утра, блин, прикольно прям. 1, 2, 3, 4. Ну, сначала 1, которого я вот посмотрел. Походил еще, думал, может, сейчас начнут взлетать. Нифига. Метров 15-20 в стороне они были, ребята. До последнего сидят. Я помню, когда-то давным-давно на лыжах все постоянно же ходили, передвигались. И пошли на лесную речку. Кто-то же и даже есть охота, вот с лунок, ребята, вот с утра вот выходишь, если знаешь, где косачи ночуют, частенько там их видишь, и вот можно походить с лунок. Ну, там стрельба в лед получается. Так не получится. Кто в лед стрелять не умеет, то навряд ли что получится. Ну, факт не том, в общем, ребята, пошли, и вот тоже подходили уже к реке, и там поле такое, помню, было. И косачи начали взлетать, и прям, ну, грубо говоря, я стою, блин, они аж испугали, и чувствую, у меня лыжа бьется. В общем, с-под лыжи прям, представляете, ребят, короче, в лыжу уперся и вылететь не может. Я там не понимаю, что происходит, и на концове полетел, блин. Как-то так. А бывали моменты, я даже знаю, я даже видел сам по весне уже. Не могу понять. В общем, косачи, видать, заунились, ну вот ночью. Не знаю, что произошло, то ли была оттепель, и ночью выпал снег, там с морозом, что ли. И корка образовалась, они вылететь не смогли, в общем, и все погибли. А весной я потом ехал и смотрю, не понимаю, там тушка лежит, уже там вороны поели. А видать, как заунились, так и, короче, остались там. Сколько смогли, там просидели, и, в общем, да, вот такие дела, блин, конечно. Все-таки близка мне тема, ребят, охоты. Я буду открывать, буду покупать. И дай бог получится к весне, ребята. Все сделаю, организую, как бы
выскочу уже, ребят. Ну, так. Во-первых, да, вот ружьишка, она как бы, ну, с ним как-то безопаснее, что ли, увереннее уже. Понятно, что там стрелять, там, шмалять ты никого не будешь, просто часто один выезжаешь, и вот те же волки, там, шмальнуть просто воздух даже, знаете, самооборона, это безопасность, прежде всего. Да и так, погулять по лесу, грибы, рябчики, красота. Так, понятно, что я там не буду там упираться там каких-то зверей, там, всяких. Моровая дичь, ребята. Весной тех же уточек. Блин, ну кайф, мне кажется, надо делать. Примерно почитал, ребят, с учебой, со всеми вот этими делами, плюс-минус 1070-80, короче, это удовольствие будет стоить. Но это только вот купить. Понятное дело, что потом эти путевки, лицензии, там, патроны, все в этом роде. Ну, понятно, это как-то так. Да и что, ребят, рыбалка то же самое, что поехать там куда-нибудь, все равно надо там купить это. Если на технике надо заправиться, это вот еще проще, проще. У меня как бы никакого масла не надо. Если снегоход там двухтактник, там, блин, там масло вообще денег стоит. 4 литра 10 тысяч рублей. Ну куда это? Того же живца там, да, купить там. Ну это везде расходник, как ни крути. Люди тратят деньги, бешеные деньги, понятное дело. Но тут даже дело не в рыбе, ребят, понимаете. Тут дело вот в хобби твоем. Это же, ты от этого как бы кайфуешь, получаешь удовольствие. Соответственно, тут кто бы что ни говорил, тут бывает, комментарии прилетают. Да лучше там купить рыбу, столько денег потратили. Да не понять вам, ребята. Понятное дело, что, конечно, можно было купить рыбы, там тот же красный, еще и весь год его есть. Но о чем понт? Люди вот тратят деньги не для этого. Давно это уже не в рыбе. Так что к охоте, ребята, скорее всего, быть, если все получится. Ну, понятное дело, поднакопить надо будет, потому что сразу таких денег я не смогу выложить. Потихоньку за зиму постараюсь поднакопить, если получится, конечно. Как-то так. Да и пацанов смотрю, вот, в общем, даже хочу порекомендовать, ребята, каналчик. Многие, конечно, знают. Саныч, который живет немножко севернее той же республики Коми. Ну, Саныча так называют, так зовут Александр. Канал Пижма, охота и рыбалка Пижма. Вот у него бомбезные охоты, конечно. Я вот смотрю частенько его, блин. Вот особенно охота на боровую мне нравится, вот на рябчика. Конечно, красота, показывает, конечно, достойный контент он. Многие, конечно, говорю, знают, но я прям хочу порекомендовать, ребята, чтобы вы зашли. Я ссылочку оставлю, зайдите, посмотрите. Тоже живет в деревне, двигается постоянно. Молодец, в общем. Респект ему, блин, он много на лыжах ходит. Такой прям трудяга. Прям трудяга. А охота на рябчика, это, я не знаю, вот я даже вот в ютубе набирал специально посмотреть охоту на рябчика. Ну, выходит, конечно, много роликов, но то, что он показывает, блин, никто не показывает, мне кажется. Понятно, там бах, и подошел потом, вот, а он все, он приближает камерой, как бы он, блин, ну это очень круто, конечно. Прям вообще. Его посмотришь, и прям, знаете, охота прям самому. Так что, ребята, ссылочка в описании, в закрепленном комментарии, зайдите, поддержите. Канал уже не маленький, 150 тысяч, у него уже больше. Так что чисто от меня, ребята, передавайте привет, кто охотник, кто хочет заняться охотой, кому это близка тема. В общем, я знаю, что у меня охотники тоже на канале есть, хотя охоту я не показываю. Вот, стоит вам, ребят, зайти и посмотреть. Так что, такие дела. Ладно, братцы, что у нас? Ветер, холодно. Время у нас 10 часов. Ничего себе. 10 утра, ребята. В общем, я приехал, и пока расставлялся, и как раз, ну, в принципе, самый выход должен быть как раз вот час. Не знаю, будут, ребят, загар, не будет. Ну, в общем, посидим, посмотрим, что. Я задерживаться не буду, максимум до обеда.
Так что на крайняк оставлю жерлицы. Если будет сработка 2, то ставим. Если нет, то соберем. Короче, поглядим, ребят. Будем ждать. Блин, хотя бы флажочек. Да. После морозов сейчас пока не поймешь, где, что, как. Рыбаки никуда не ездили, никакой информации нету в деревне. Все сидят дома еще. Как бы кто где, как, что, где-то был, кого-то видел, кого-то поймал, непонятно. Соответственно, и здесь никого не было. Да, я говорю, перволетка здесь вообще была плохая. Очень плохая. Так что так, выскочил. Будем планово уже, ребят, выезжать на реку. Уже лед. Все, можно по льду спокойно перемещаться. Будем ездить, будем искать комбайны, жерлицы. Ну вот сейчас только точку живца только найти надо будет, где подлавливать недалеко. И, соответственно, можно будет ездить. Там вдали бобриная хата, ребята. Смотрите, какая здоровая. Очень большая. Березки. Красота. Ну, солнце, понятно, которого нету. Вот оно. Вот такое солнце. Красота. Березнячок, болото. Вот так вот все выглядит. Тишина, ребята. Полчасика постоял. Ни одной сработки. Кстати, утром пришло смс-ка, знаете, вот этот с облака. Ровно год назад, что было. Сегодня 13 декабря. И вот как раз в прошлом году мы здесь были. Была оттепель, сильный снегопад. Поймали мы на 5 одну щуку. Вот, а сегодня вот так. Давление, ребят, походу сильное. Но оно уже падает. 780 было, сейчас 768. Но у нас по рыбалке где-то вот 750, 748. Вот самый такой клев хороший. Хочу хату проверить, ребята, бобровую. Бывает, когда мороз. Ну, главное тут не провалиться. Даже пар у них идет. Вот такие запруды у них. Как типа ручьи. Они туда далеко уходят. И вот такая хата, ребят, смотрите. Накидана. Очуметь, да? Какая здоровая. Вот они тут живут. Вот они тут обитают. Березу, смотрю, завалили. Там березу, смотрю, грызли. Вон, видите, все погрызано. Там вот свежий погрыз. Береза у них прям растет с хаты. Ну, кто-то приходил. Тут или лисы, или волки. Какой-то год даже волки копали хату. Ну, тут так она сделана, ребят, что хрен ты ее разберешь. Бобры, конечно, могут делать, блин, строители. Она еще вниз уходит. И где-то у них выходы снизу, с-подо льда. А так вот такая хата. Ну, свежие есть набросы-то. Да, какие-то следы, вон, леса или кто-то приходил. Вон как. И с той стороны такая же хата, ребят, большая. Не знаю, сколько тут семей живет. Да, вон там снега, вон, видите, ребят, сколько. Это что, снег, что ли, блин, на середину декабря. Вон погрызы. Вон там погрызы. Вот они туда выходят. Что-то хотели завалить, не завалили вот эту
А так вот такое болото. Вон они тут нормально поорудовали. Ладно, не пойду туда. Хатка. В этом году попробовал тушенку сделать из бобра. Блин, вообще класс. Очень вкусно. Ладно, бобришки. Много здесь бобров, очень много. Клюйте. Здоровенько. Ну чё, как успехи? А никак, хуёво. Что-то Ну что, мелкие дергают. мелкие, да? И то редко, да. Понятно. А там что в конце? А жерлицы ставил? А жерлицы? Не сработал. Вы начали вставлять еще? Да, оставлю. А что-то с утра вон не сработки ничего. А ты уже оставлял на ночь, да? Прежде чем проверял? Нет, поставил. Ты поставил? Да. С утра поставил, постоял. Блин, там стоять невозможно, ветер такой. Ветер, да, противный. Вроде южного ветра, бляха. Такой хреновый ветер. Да. Так оси пронимает. Не знаю. Я там стоящий кусок, думаю, так убрал жильцы с собой. Ага. Нахрен. Ветер такой паршивый. Понятно. Окунь вон там надо пробовать. Там в конце вот так, да? Не в конце, а вот, видишь, где сужение начинается. Как бы вот. Вот буква Г. Вот там. Ну там тоже вот там такой. Как-то мы там стояли долго, все ловили, естественно. Выделяются науки. Ага. Как раз в том месте, вот там вот, поворот. На поворотике. Понятно. Ну да, плохо что-то вообще. Сколько-то есть, хоть нет? Окунь? Да. Хороший-то. Слушай, весной попадаются такие хорошие кабаны. А ну и мужики на сети ловят, там и лещи есть как бы. Сети, не знаешь, что здесь стоят сети. Да, все лето сети стоят. Угу. Плохо. И перволетка здесь плохая была тоже. Плохо, да? Да, вообще плохо. А не знаю, вот такое что тоже херовенько. Мы там тоже ездили в Нивчем на озеро. Ну ни хрена, бля. Да. Что такое херня такая в этом году? Совсем плохо. Да, вообще плохо.
Добрался, ребят, поднялся на деревню. Вот смотрите, старая деревня. Даже вот церквушка есть, ну как часовня типа, с крестом еще, старым крестом таким. Вот это официальная деревня, ребят, которые уже люди тут не живут. Но здесь есть еще дома, как под дачу получается. Рыбаки, охотники здесь приезжают. А так, вон, смотрите, вот такие заброшки. Вот такие старые дома. Вот такие дела. Здесь аккуратно, кстати, надо ездить. Потому что вот колодцы, ребят, которые уже, ну, рухнули, можно в колодец провалиться. Такие вот овраги. Сейчас так по деревне крутанусь и выйду туда, спущусь как бы. Вот так вот, ребята. Старая деревня. Раньше здесь люди жили. Вот такие дела, блин. Такие домики, ребята. Ладно. Сейчас объедем здесь. На реку, ребятки. Думаю, посмотрю, следы смотрю, идут. Что-то вообще клюет, не клюет. Видать, приезжали, смотрите, вот пробовали на яме и уехали. Короче, тишина, рыба восстует, и даже белая рыба, мелочь не клюет. Да, вот такие дела, блин. Как-то так. Кто-то на снегоходе приезжал, на машине, и уехали. Ну, все понятно. Ладно. Поехали домой-ка. Хватит кататься на сегодня. Ну что, друзья, добрый день. В общем, прошла ночь, еду на озеро. Пересек уже речку, это означает, что полдороги уже проедено. Остановился на перекур, ну и с вами поздороваться. Сегодня погода, ребят, уже более-менее спокойная. Ветра практически нету. Вот сегодня прям классно. Минус 15 на 2 градуса теплее, нежели вчера, говорю, было 17. Ну, блин, такое ощущение, что все 30 было. Ужас, конечно. Я вчера замерз сильно. Жерлицы, ребят, вчера, как вы помните, промолчали. Я в обед уехал. Решил оставить. Ну ладно, что, прокачусь еще раз. В общем, еду, ребят, смотреть. Не знаю, конечно, шансов очень мало, вообще мало. Потому что вчера я вот проехал по реке, где местные сидят, здесь рыбачат. В поселке встречался с людьми. Ну, немножко такие разведочки люди начали делать после морозов. Начали шевелиться, и везде, ребята, тихо. Просто тихо. От слова совсем, просто поклевок нет. Скорее всего, как-то рыба то ли болеет или что-то такое. Ну, в общем, рыба не клюет от слова совсем. И, соответственно, у нас, наверное, то же самое. 15 жерлиц, ребята. Время 11 часов. Специально рано не поехал. Дал, утрянку постоять. Хотя вчера утрянка промолчала. Так что, не знаю. Поглядим, посмотрим. А так, класс. Сегодня прям вот
рыбацкая погода, такая нейтральная. Морозик небольшой и ветра нет. Ладно, что, ребят, поехали. Поглядим, посмотрим. Сегодня прям налегке. Вообще ничего не брал, ни термос, ничего. Туда-обратно, думаю, скатаюсь, заберем жерлиц. Погнали. Все, вперед! Да, ребята, вообще, конечно, непонятно с рыбалкой. Даже я не знаю, куда что придумать. Надо уже переезжать на реку. На большую с комбайнами. Ну, нужен живец. По-любому. Надо уже там розетки делать. Начинать рыбалку. Ну, потеплеет, мне кажется, шевельнется рыбка все равно. Просто после морозов стоит еще. Ладно, вперед. Ребята, с ветерком как дал сейчас по озеру. Аж слезы пошли. Очки, кстати, есть. Что-то не ношу. Ну что, все-таки есть, ребята, флажочек-то. Даже не один, а 4 штуки. Ну и в принципе, короче. Вот ровно центр, ребята. Ровно центр. Даже уже края, которые ставил, уже смещал ближе к центру. И они опять молчат, ребят. Ровно по центру. Офигеть. Ну блин. У нас задача минимум, ребята. Я вчера уже говорил. Поймать зареху. Правильно? Правильно. Так. Полная. Как-то так интересно. Друг напротив друга. Те дальние вообще не сработали. Я хотя их добавил. Вот именно те 5 штук. Полная. Здесь у нас. Здесь у нас, ребята, не полная вымотка. Ну так сразу взгляну. Что смотреть-то тут? Не полная. Давай здесь полная, а? Чтоб 50 на 50. Не полная, ребята. Ну почти, не знаю. Но еще надо посмотреть, как промерзли, не промерзли. Вчера такой ветер был, что страшное дело. С таким морозом, блин. Блин, ребята. Одна полная вымотка и все. Ну хотя не показатель, может быть, и есть даже щука. Бывает и такое. Ребята, смотрите. Край вот здесь полностью промолчал. И вот чисто центр бахнул. И вот здесь 2 штуки. Флажочки на ветру машут. Да. А там вот получается дальние, ребята, вот эти я ставил, которые вот за ними на карася уже. И нифига, карась не сработал. Вот это все на плотву, на ельца. Блин, ну у нас только, ребят, одна вымотка. У нас только одна вымотка вот на эту жерлицу. Так, ладно. Берем сумку с-под жерлиц, шумовку. Вчера разогрел ее дома, оттаяла. Так, ну, в принципе, здесь у нас и все, да? В принципе, и все. Так, посмотрим, ребятки, как она у нас тут промерзла, не промерзла. Вон как снег уплотнился. Печню доставать надо, нет? Ну, как будто бы, ребят, более-менее.
Как будто более-менее по-божески. Смотрите, какое испарение от лунки идет. Вода сейчас 3 градуса. Тепло. О, живец, ребят, смотрите, мрет ельчик. Опять воронью да лисам праздник будет. Воронью да лисам праздник. Живец мрет. Интересно, конечно, когда вот сработки были. Я, получается, вчера до 9:30 у меня уже все стояло. Я до 12 здесь, ребят, протолчал. На этом ветру ходил, тут бобров смотрел. Ни одного загара. Крутанулся и уехал, получается. Что-то, может, с вечера бахнуло, скорее всего. Потому что живец, наверное, уже к ночи уже, наверное, начал помирать. Не знаю. Может, что-то с утра еще. Но факт в том, что все равно выход был когда-то. Только когда, непонятно. Вчера с утра его не было. Колокольчик звенит. Давай, давай, говорит, иди. Сейчас приду. Так, ребят, ну что у нас вот очередная, следующая, точнее, пошла. Как раз здесь полная вымотка. Ничего себе. Тушенку надо доставать, ребят. Тут промерзла, блин, зараза. Да. Пойду за печней. Что мне здесь нравится, ребят, вот в этой печне, то что получается здесь можно середку не ставить, а сразу окончание. Ну, чтобы этот вырубать удобнее было. Вот так мы закручиваем, получается, а эту мы не берем. И вот у нас маленький инструмент, работать как раз хорошо. Я, кстати, когда-то уже говорил, ребята, что перешел на темные лески, на жерлицы. На зеленые, на коричневые. Это вот именно как раз вот этот случай, ребят. Когда ее видно, чтобы ее не обрубить. Чтоб ее не обрубить, ребят. Была лунка 150, стала 100. Да, промерзло, блин. Даже снег не помог. Ну что, пробуем. Есть, ребята. Есть у нас жареха. Ну, небольшая. Небольшая. Килограмм, ребят. Килограмм щуки. Килограмм щучки попалась. Заглотила. Вот такая щучка, ребят. Блин, я сегодня опять
Полотенце забыл. Надо в кофр положить штуки 3-4 сразу. Сейчас вот как раз полотенце, блин, она вообще как нужно. Вот эта слизь, руки от слизи вообще замерзают. Ну что, победа! Первый выход после морозов. Может кто-то скажет, ребят, что ну вот, делать нечего, тратишься на бензин. Так-то, ребят, экономно, по идее, на мотособаке-то, ну, на мотобуксировщике. Я вот замерял, мне получается туда-обратно, именно до этого озера, с моего дома, плюс-минус 25 километров. Ну, еще по озеру. Озеро километр 100. И получается, я самый конец, ну вот километр, да, еще, считай, едешь. Потом километр обратно. 25-26 километров. Это вот прокатиться надо, да? У меня уходит, ребят, литра 3 бензина. Ну, как бы, мне кажется, это нормально. На снегоходе бы уже надо было туда-обратно, ну, 10 залить. То бишь, разница ощущаете, да, ребята, в 3 раза. Вот такая сорожка была. Достается воронью. Вон поводок как. Кстати, помните, кто смотрел посылку? Толясик, брат, если будешь смотреть, привет тебе. Надо будет сейчас заняться, да, приготовить жерлицы на большую реку и там поставить двойники, поводочки новые. Надо вот все как-то сесть, что-то все руки не доходят. Интересный момент, ребята. Вот возле мотобуксировщика залится. Потом следующая сработка, достали щечку. Ну и следующий пошел по кругу. Подхожу, ребята, смотрю. А у меня здесь вымотка полная. А сработки нету. Видали? Я думаю, сейчас соберу, ладно, и потом так потихоньку пойду. Потому что комплекты разные. Ну, сначала в одну сумочку всех складываю, потом в другую. Чтобы не путаться, не мешаться. Не таскать кучу сумок. В общем, еще сработка, значит, ребята. А как не сработал, не знаю. Будем смотреть. Да, леска, ребят, полная вымотка. А флажок что-то куда-то вон. Снег уплотнился и, видать, не получилось. Вымотка полная. Интересно. Так, ну что? Поглядел. Так, ну что, будет у нас еще щук или не будет? Что-то не понял вообще, ребят. Такое ощущение, что оторвало. Не, пошла. Здесь, ребята, была. Сразу стояла. Ну, это хорошая, ребят. Ничего себе. Двушка, ребята. Под лункой прям стояла, представляете? А, хороша. Малышка. Да, душечка, ребят, есть. Огонь. Черная. Блин. Щука-то выходила, блин, значит. Успокоитель, ребята, обязательно. Во. Класс. Может, где-то еще пристыло. Я же не смотрел. Сходил за инструментом, ребята.
Вот. Рыба уже замерзает. Ну-ка, мать, открой личико. Скажи «а». Скажи «а». Захлопнула и не хочет открывать, ребята. Снежок. Ну да. Короче, там, ребята. Блин, сейчас в такую погоду с инструментом работать то еще удовольствие. Ну, слушайте, заглот. Блин, тут не подлезть, пасть большая. Тут не подлезть, пасть большая. Опа. О, хороша. Вот это уже, да, серьезно. Серьезная жареха. Не только жареха будет. Все сразу прилипает, блин. Ну, как-то так, ребят. По-другому никак. Так, ложись. Замораживайся. Давай только ровненько, ну. Вот так, полежи-ка. Блин, как же я полотенце стал-то, а? Вчера же, блин, забыл. Ну, блин, и сегодня с утра не положил. А все потому, что стирать. Стирал и не положил. Ну, все, что. Две уже, ребята, есть. Это уже все. Мы уже норму выполнили. Там, правда, 3 загара. Ну, я там смотрел, что вымотки нету, так что там, как бы, в принципе, и не надеюсь, что там что-то есть. Поводок. Поросячий хвост. Кстати, писали, ребята. Андрюха говорит, пробуй нагревать, и он выпрямится. Не знал, ребят, не пробовал. Что за поводки используешь? Да вот, ребят, самые дешевые. Здесь застежку убираю, у меня петелька и все. Стопорок и оливочка. И все. Никаких там замухренностей нету. Просто и надежно. Так. А вдруг еще где-то, ребята, спрятался неподъем. Погнали. Ну то что-то мотало, ребята, и стало. О, связь поймал. Но все-таки 150 лунка, ребят, хорошо. Даже для морозов. Ее не так быстро-то схватывают. Ее не так быстро схватывает. Все-таки лунка-то начинает с краев замерзать. Ну, там чуть-чуть осталось, да. Ну, смотрите, какие порезы-то. Не мелкие даже, ребят. Хвост откусила. Ельцу досталось. Вон, смотрите. Ну, выплюнула почему-то. Не стала она его доедать. Что-то выплюнула. Вон. Вот сюда удар пришел. Хватит. Ближе к хвосту, короче. Ближе к хвосту.
Все, ребята, собрал я жерлицы. Ну, в общем, что у нас? Две хорошие едовые щуки. Вот это в районе 2 двушки. Это в районе килограмма. Хорошая щука. Ну, домой приду, завешу, потому что много не пишут, что какая, где-то килограмм, 600 грамм, говорит, полкилограмма показываешь. На камеру, ребят, немножко непонятно. Вот домой приеду, обязательно завешу. Все, ребятки, смотался. Все-таки есть щука, я рад, ребята. Вообще рад, потому что, блин, вчера думаю, ну все, края. Все-таки выходило. Так что погода налаживается. Ехать надо ловить живца и пробовать хищника ловить. Че, нет? Ну, я уже давно, ребят, говорил, что по мне вот так поработать, прокатиться, ладно, там, да, техника сейчас есть, не пешком. Что это, с кайфом, тем более я кататься очень люблю дорогу. И поймать даже вот две щуки для меня больше, ну, удовольствия, и домой, в принципе, можно принести, нежели там ловить вот этот на удочку, там, окуня, там, вот, ну, я вот все, ребята, вот, стал вот, короче, килограммовая щука мне в кайф, нежели там 2-3 килограмма мелочи. Вот и весь ответ. Так что класс. 5 сработок, значит, было у нас. И 2 щучки попалось. Красота. Так что, греемся. Так, пакета я никакого не брал, но в принципе щука промерзла. Так его повезем. О, огонь. Ладно, что, давай, Зерко, спасибо и на этом. Спасибо и на этом, как говорится. Ну и лисом будет чем перекусить. Вчерашние друзья. 3 штучки сидят. Еще, ребята. Вот там снизу еще один сидит. А он еще, ребята. О, еще. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 13 штучек. Вот я их вчера, ребята, и поднял. Красавцы. Вот сидят чернобровые.
для тех, кто не верит. Так, это в районе двушки, я сказал. Килл 875. Так. Килл 875. Это у нас килл 0,5. Как-то так.